И поймите, Отелло – это не какой-то мифический персонаж из больного воображения Шекспира. Отелло живет в соседней с 32-й квартиры. В Степянке, Слепянке, Веснянке, Серебрянке. А сколько Джульетт и Анн Карениных проживает в Шабанах, Дроздах, на автозаводе. Каждое утро они выносят мусор или покупают сардельки в магазине соседей за углом. А вы даже не представляете, кем куплены эти сардельки и какая русская психологическая драма разворачивается прямо сейчас у ваших соседей через стену. Чем могу быть полезен? Оставь Машку в покое. Я ее люблю. У нас будет нормальная семья, я смогу ее обеспечить. Я не собираюсь мешать ее счастью. Да? Тогда объясни это ей. Она отказала мне, сказала, что любит тебя. Думает, что любит тебя. Да она не может любить меня. Да я люблю тебя! Маша, Я сколько себя помню, я всегда тебя любил. Квитанции на оплату пришли. Неделю в ящике пролежали. Вы хоть иногда заглядываете туда, Константин? А где привет, дорогой муж? Очень дорогой. Теперь заплатим по счетам с процентом. А бывает в нашей семье так, что жена говорит: здравствуй, любимый. Улыбается мужу, целует его. А муж выручает любимой жене букет. А ну дыхните. Как же вы умеете испортить праздник? Какой праздник? Да никакого праздника. А что тогда говоришь праздник? Просто хорошее настроение в нашей семье уже праздник. Может у меня быть просто хорошее настроение? Не может. Что случилось? Чего? Что? Что? Феназепам? Новопоситок достаточно валерьянки. Надя, это тебе. Значит, феназепам. Подними. Константин, вы лучше сразу. Быстрая смерть, она же лучше медленного умирания. Надежда, какая смерть? Так, вы проиграли машину? Да нет же! Квартиру? Надежда, вы знаете, я давно уже не играю. Кота Барсика. Да вон он, кот Барсик. Не знаю, вы меня до инфаркта доведете. Да какого инфаркта, Надюша? Миокарда. Вы меня Надюшей последний раз перед свадьбой называли. Константин, вы что, решили со мной развестись? Да ничего я не решил, я просто принес букет. Да ты никогда мне, кроме хризантем, ничего не приносил. И то на 8 марта, и на день рождения он у меня в октябре. Сегодня 18 мая, Солодов, понимаешь, 18 мая. Вы возьмете букет в конце концов? Не возьму. Не возьму, пока ты не скажешь мне, что случилось. Хорошо, Надежда, хорошо. Успокойтесь, успокойтесь. Но почему? Почему вы всегда думаете только о плохом? Алкоголь, игровые автоматы, развод. Ну почему в вашей голове даже мысли не мелькнет, что я могу получить новую работу, гигантскую зарплату, наследство в конце концов? Константин, у вас 20 лет одна и та же зарплата. И одна и та же работа. И родственников у вас нет. Что мне нужно думать? Действительно! Действительно! Если у вас появилась круглая сумма денег, вы бы тут же выперли меня из дома, привели бы помоложе и покрасивее. Они несли бы мне домой букет. Вы что, действительно серьезно обо мне такого мнения, Надежда? Чего ж мы тогда живем вместе? Конечно! Конечно! Когда у жены артрит, гипертония и больная щитовидка, сразу возникает вопрос, зачем же мы живем вместе? И при чем здесь щитовидка? А вопрос этот нужно было задавать раньше, до свадьбы. Зачем нам с вами жить вместе, Константин? До свадьбы вы со мной так не разговаривали, Надежда Николаевна. И вообще были совершенно другим человеком. До свадьбы, Константин, вы папин гараж не проигрывали и никуда меня не посылали. Короче, конечно, у тебя появилась баба. Надя, если бы у меня появилась баба,
вы выражаетесь? Зачем бы я нес этот букет роз? Вот и я думаю, зачем? Стоять! Ты нес этот букет ей? Ну, конечно, как же сразу не догадалась. Вот вы и попались, дружок. Вы знали, что я в отъезде, что у меня семинар в Бобруйске, но то, что он отменился Солодов, вы не знали. Я не помню ни про какой семинар, ни в каком Бобруйске. Я просто принес цветы. Просто не врите мне. Я вас предупреждала. И, между прочим, я всегда вас предупреждаю. Вот вы меня никогда, потому что вам все фиолетово, Солодов. Вам же все фиолетово. Ждешь, волнуешься. И не говори, что ты про тебя предупреждала, и что ты слышишь об этом первый раз. Я действительно слышу об этом первый раз. Вы решили развлечься, пока я работаю? Наденька, я прошу прощения. А вы действительно считаете, что впаривание, продажа китайских шампуней и фитнес-чаев – это работа? Ну, знаете, благодаря этой работе, которую вы так презираете, нам есть что есть. Нам есть за что делать этот чертов ремонт. Жаль, Солодов, некогда. Так я же работаю! Что? Сутками! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Дорогие букеты бабам даришь, Солодов? 9, Конечно, 11, конечно. 12, Я нес букет любовницы себе домой. Так значит, любовница все-таки есть? Ты это отрицаешь? Да нет никакой любовницы. Да ты никогда больше 3 цветков мне не дарила. Тут 25! Я принес этот букет тебе. Зачем? Зачем? Зачем бы ты тратил 200 рублей на букет? Тебе ж каждый месяц 215 по кредиту платить. Я ж знаю тебя, Солодов, как облупленного. Ты что, украл? Господи, ты украл. Ну, конечно, ты украл. Что ты делаешь? Кому ты звонишь? Кому ты звонишь, я спрашиваю. Быстрее, Солодов. Что случилось? Вот чек. Электронный. Ближе. Еще ближе. 375 рублей? Ты охренел, Солодов, платить такие деньжищи? Я хотел сделать тебе приятное. Лампочку вкрути! Кто приятнее? Полгода не что это такое? Ничего не случилось. Случилась, Надежда. Я решил начать жизнь с чистого листа. С ней? С тобой! Допустим. Значит так, долина цветов. Альшевского 12, другой конец города. Что ты делал на Альшевского 12? А ты не мог купить у нас здесь на Партизанского 107 шабана? Я захотел купить на Альшевского 12. На другом конце города? Да, я захотел купить цветы свежие в самом красивом цветочном магазине цветов. Слава, да? Я тебя знаю как облупленного. Ну не путай мне нас мозги. Альшевского 12, самый красивый магазин цветов, ритуальные услуги. А!
Совсем чокнулись, а? Ритуальные услуги это на другой стороне. Долина цветов это цветочный магазин. Ну, допустим. И часто ты проезжаешь мимо Альшевского 12? Я ездил в мир дома. Тебе дома мира не хватает? Я ездил смотреть посудомоечную машину. Понравилось? Очень. Не надо. Прекрати, вон Посудомоечную машину? Где? Я ездил в посудомоечную машину покупать тебе. По коронному бюро? В мире дома. Я ездил покупать посудомоечную машину тебе в мире дома. С ума сойти! Ты кого-то убил или ограбил? Ну что вы же знаете, я граблю по четвергам, убиваю по пятницам, а сегодня понедельник. Ты хочешь, чтобы я подтвердила твое алиби? Надя, ну ты дура! Ты пришел меня сюда оскорблять, сука? Я пришел подарить тебе букет! Убирайся! Вместе со своим букетом! Куда ты пошел? Убираюсь! Так, иди сюда! Стремянка моя, верни! Наследство мое от бабки. А теперь иди. Стоять! Слышь, Катя звонит, куда ты пошел? Раздевайся. Давай, ставь сюда тревогу. Быстрее, что ты все копаешься. Как не знаю кто. Цветы спрячь, не позорься перед дочерью. Это же цветы. Господи! Как я с тобой живу 20 лет. Привет, котенок. Привет, Дудонечка. Привет, пап! Слушай, узнать у Теоли, чем можно на рыбу брать. Капец, прямо на лице. Мне какую-нибудь мать, чтобы все быстро убралось. Катенька, ты только ручками не трогай, само пройдет. Само оно фиг знает, когда пройдет. До свадьбы заживет. Вряд ли. В каком смысле, доченька? В прямом. Я выхожу замуж. Здорово. А за кого? А за Матиаса. А здорово, здорово. А кто это там? А за Матиаса? Ой, папа, он такой классный. Он очень на тебя похож. А вот это действительно здорово. Доченька, слушай меня, а где вы жить будете, а? Ой, мама, я с Матиасом хоть на край Москвы готова. Так, если это серьезно. Серьезно, а когда свадьба-то? Как судимость снимут, так сразу. Что? Шутка. Очень неудачная доченька. А свадьба в воскресенье. Еще одна шутка. Так, подождите, вы что, все с ума сошли? Доча, слушай меня сюда. Май на дворе. В мае нельзя жениться, всю жизнь маяться будете. Мы уже расписались в мае, все ок. Ну да. Никакой не ок. Слушай меня, доченька, у меня выбора не было. Ты через 2 недели должна была родиться. А когда новость готовы, вы станете бабушкой и дедушкой. Ура! О боже. Шутка! Шутка! У нас в воскресенье с Мэттом папе прыжок с парашютом. Какое счастье. Господи, Катя, зачем вот вы думаете эту ерунду про тюрьму, про дедушку, про бабушку, ну такими вещами не шутите, меня хочет за инфаркт довести. Мама, мы с тобой знакомы 20 лет. Если бы я просто сказала про прыжок с парашютом, ты бы сказала только через мой труп. А так ты сказала, какое счастье. А хитрая какая. Так, во-первых, наш с тобой отец, я поняла, на свадьбу не приглашают. Нет, ну если вы снова готовы прыгнуть с парашютом, то welcome. У нас все гости прыгнут, такие условия тусовки. 18:00, начнем ужина в воскресенье. Катенька, ты что с мамой делаешь? А? Ну зачем ты так нервируешь? У нее уже чист. Артрит, Я артрит. гипертония, больная щитовидка. Гипертония, больная щитовидка. Спасибо, что напомнил. А у папы, между прочим, гипотония, подагра и трахикардит. Тахикардия. Неважно. Важно. Послушай, Катенька, ты уверена, что нам стоит прыгать с таким букетом болячек, а? С таким букетом не стоит. Ну поэтому мы вас и не приглашаем. Но не парьтесь, я вам штамп в паспорте скину. Считаем, на свадьбе побывали. Все, пока, чмоки-чмоки, вам узнать про Марс. Все. Люблю, пока. Треногу убери. Те. Ну, куда вы собрались, Константин? Ну вы же сказали выйти. Ну уж останьтесь. Присядьте на дорожку, поужинайте. Как романтично. Позвольте. Пожалуйста, пожалуйста. Ни в чем себе не отказывайте.
свечи нет. Романтика. Что у нас сегодня на ужин? Икра черная, икра красная, крабы фиолетовые и марципаны! А вы помните, как вы первый раз приготовили мне цыпленка табака? Дочь, в 20 лет замуж. Стирка, уборка, готовка борщи. С чесночком? Из-за похожего на Солодова. С кинзой? Где твои мозги, дочь? Под водочку. Ну, хочешь прыгать с парашютом? Ну, прыгай, ну, кто ж тебе мешает? Ну, завтра зачем выходить? Ну, где мозги, дочь? Что ты трагедию делаешь? Может, хороший парень? Слушай, не мешай мне расстраиваться, а? Он похож на меня, между прочим. Не самый плохой вариант. Знаешь, что не самый хороший? И чем, позвольте спросить, я так уж плохо? Я работаю? Работаю. Не пью. Почти не пью. Пожалуйста. Цветы жене приношу. Так и есть. Милый, заботливый, любящий муж. А какой, по-твоему? Лживый и равнодушный тюфяк. Даже если мог мозги дочери вправить. Вы бы проверили срок годности ваших лекарств. Причем с мои лекарства? Ну, так я и думал. Просрочил ваш феназепам. Я вот думаю, Солодов, что если все пью его, а вы все больше меня бесите. Вот сидите и бесите. Сидите и бесите. Ну, если я, допустим, встану, я буду стоять и бесить. Стоять и бесить. А если вы ляжете, Константин, вы будете лежать и бесить. Лежать и бесить. Лежать и бесить! А если я начну краны ремонтировать? Вы лучше обои доклеили, в конце концов. Все равно я буду клеить обои и бесить. Клеить и бесить. А если я, допустим, начну пылесосить? Ах, Константин, или нужно преувеличивать? Вы хоть знаете, как выглядит пылесос? С щеткой на длинной палке? Не угадали. 2 балла. Это веник. А вы помните вообще, кто вам этот пылесос подарил? Ну, конечно, помню. Солодов, как же такое забыть? Любящий муж на 40-летний юбилей. Ну что же еще можно подарить любимой жене на 40-летний юбилей? Только пылесос. По тем временам, моя дорогая, он стоил огромных денег. По тем временам такое ощущение, что мне 40 было 50 лет назад. А вообще все помню, Костя. У меня великолепная память. Я все помню. Помню, как я хотела, чтобы хоть раз в жизни ты принес мне цепочку, или кулончик, или колечко. Но у вас же уже есть как колечко. Да! Которую сама себе купила в кредит. Или хотя бы такой букет, как этот. Как мне хотелось, чтобы раз в жизни муж на день рождения принес мне не хризантем, а розы. Так я и перенес их сейчас. Мне сейчас не надо! Я тогда хотела! Но нет, Солодов, нет! Мне в лицо вместо цветов смотрела щетка с тысячами ворсинками для чистки разных поверхностей. Господи, Солодов, как мне хотелось размазать тебе щетку твоей физиономии. Вас, женщин, не поймешь. Это был самый фирменный пылесос. Ешь! Те. Ты можешь не есть с тарелкой в весу, как муж. Ты же знаешь, я ненавижу, когда ты ешь с тарелкой в весу. Я ненавижу, когда ты ешь стоя. Все на ходу, Солодов. Ты понимаешь, у тебя вся жизнь на ходу. Ешь! Да, если бы вы так со мной разговаривали до свадьбы. А что ты со мной разговаривал, не разговаривал? Когда должна с тобой разговаривать тогда? Когда ты спас бедную девочку от хулиганов. Господи, как же я ненавижу этих хулиганов. Ну какого черта я дома ночью не сиделась? Знаешь, эту Таньку Арефьеву, я же ее тоже ненавижу. Посиди еще немного. Посиди еще, не поздно. Посидела. А потом с тобой, Солодов, я посидела.
Вы знаешь, еще кого ненавижу? Себя. А знаешь, за что, Солодов? За то, что решила пойти не по улице, а срезать дворами. Ненавижу! Может, вы меня ненавидите? За то, что я намылил морду этим козлам и спас вас? Чуковского ненавижу. Его-то за что? Музыка вроде красивая у него. Солодов, ты дебил. Чуковский — это писатель. Значит, одна фамилия, ну какая музыка? Костян, музыка — это Чайковский, а то Чуковский. Муху Цокотуху написал. Помню, когда Катя читала, я когда она маленькая была, меня же выворачивала. Вдруг откуда-то летит маленький комарик, а в руках его горит маленький фонарик. Что комаров в руке есть. Где убийца, где злодей, не боюсь его когтей, муху за руку берет и как кошечку ведет. Я злодея победил, я тебя освободил, а теперь душе дивиться, на тебе хочу жениться. Мерзость какая. А ну, кто-нибудь спросил, хочешь жениться? Точнее, замуж выходить. Успокойтесь, успокойтесь. Это всего лишь сказка. Не трогай меня руками. Понимаешь, ты даже аналогии не понимаешь, насколько ты тупой. Да я все понимаю, все понимаю. Да? А, хорошо. Здесь чуть ниже. Знаешь, Солодов, я вот думаю, что мы с тобой никогда не пересечемся. Потому что ты смотришь тупые американские боевики, а я русские психологические драмы. А может, это я смотрю американские психологические боевики, а ты русские тупые драмы? Руки убрал? Правду говорят. Параллельные прямые никогда не пересекутся. Ну почему же, Надюша? Пересекутся. В бесконечности обязательно пересекутся. В бесконечности? Бесконечные ссоры, бесконечное недопонимание, тупость бесконечная перепутать Чайковского с Чуковским, за это тебя тоже ненавижу. Ну я же не ненавижу тебя за то, что ты не можешь отличить простейшую микросхемку М2-7813 от не менее простейшей микросхемки М24-128. Ты просто так меня ненавидишь. Да я не ненавижу тебя, Надюша. Я цветы тебе принес. Ну плесни ты им водички. Лампочку крути. Не мне ты их принес. Хочешь доказательства найду? Не хочу. Но кто тебя остановит? Феназепам просрочен. Полностью. Как неожиданно. Полностью. Когда же это было? Вспомнил. Когда машину покупали. Я не виноват, что мы спим в разных комнатах. Виноваты, Солодов. Вот именно только вы в этом и виноваты. В гибели Ди Каприо. Титаника. Титаника тоже я виноват. Нет, Солодов, вы виноваты в гибели моей любимой золотой рыбки.
Вы же просто забыли ее покормить. Ну я просто действительно забыл, Надя. Ну, человек может просто тупо забыть. А вы всегда, Солодов, просто все тупо забываете. Вы рыбку мою золотую, вы же голодом ее заморили, живодеры. Она все равно твоих желаний не исполняла, рыбка-то твоя. Знаешь что, Солодов, ты тоже моих желаний исполняешь. Что, я же не забываю тебя кормить? Как это? Плащ снимай. Зачем? Ну давай, снимай. Зачем? А мы снимать будем тебя. Давай. Надя, ты... Давай. А да, Сюда. пожалуйста. Да, пожалуйста. 1000 карманов. Что ты носишь в них? Вот здесь. Пожалуйста, И пожалуйста. меня не запутывай. Что и следовало доказать. Билеты в кино. Ну, и с кем вы были в кино, Константин? Я ни с кем не был в кино. А это что? Это... Обман зрения? О, злые доброжелатели подкинули тебе в карманы вражеские билеты в кино. Да, Надя, я не помню, когда я последний раз был в кино. Не бойся, Солодов. Вспоминать, когда ты последний раз был в кино, а главное, Солодов, с кем? Ну, с кем я в кино? Пойдешь, вспомнил. Валяй. Вспомнил, когда мы с тобой купили машину. 13 июня. Правильно. На следующий день мы поехали с тобой в кинотеатр. Там еще твоя русская психологическая драма. Ладно. Солодов, маленькая нестраховочка. Это было 100 лет назад, а билетики свежие. Так я 100 лет не надевал этот плащ. Знаешь что, Костя? Я видеть тебя не могу. Мне противно смотреть на тебя. Не говоря уже о том, чтобы слушать. Да, Надя. Что, Надя? Надюш, как же мы с тобой давно не были в кино. 100 лет. 100 лет! А ты вспомни. Вспомни, как нам с тобой было там хорошо. Ну, правда, Надюш. Солодов, что ты делаешь, в конце концов? Как там было уютно нам. Вспомни, как нам было с тобой хорошо. На заднем виду. На каком заднем? Ну или на среднем, неважно. Ну, уже хорошо. Чем тебе не было хорошо, ты что их? Вы бы хоть раз что-нибудь хорошее вспомнили. А вот как сейчас помню. Там были билеты в центре за 12 рублей. Да. И по бокам за 6. Да. Так ты решил сэкономить. Взял по бокам. Ну зачем тратить деньги, если в любой момент можно пересесть в центр за 12? Но в тот день зал был битком. И я сидела на позорных, самых дешевых местах у выхода. Да, все так и есть. По 6 рублей. Вот на каждом написано 6 рублей. Все верно. Надя. Костя, твоего скупердяйства никто не отменял. И жизнь тебя, Костя, ничему не учит. Господи, ты даже любовниц берешь за 6. Да неправда, Надя, ты что? Да сейчас и центра таких нет на билетах в кино. Откуда ты знаешь, что 100 лет не был в кино? Предполагаю, кризис в стране. Все? Окей, Google. Стоимость билетов в кино, в кинотеатрах города Минска. Опача! Победа! Пионер! Октябрь и куча других кинотеатров. Цена билетов от 6 рублей. Что следовало сказать? Нет, Надя. Что Это не нет, победа. нет? Не кинотеатр Октябрь, не Пионер. Здесь же кинотеатр Москва. И что? Так его же закрыли на реконструкцию. Понимаешь? А я, дурак, еще подписывал петицию против реконструкции. Боже! Спасибо, что меня не услышал. Иначе бы я тебе за всю жизнь не доказал, что это билеты 100-летней давности. Костя, а можно тебя спросить, что ты пляшешь? Ну, доказал же. Зачем ты носишь в карманах билеты 100-летней давности? Может, там еще и билеты на советские троллейбусы завалялись? А ты пошарь, хорошенько. А я не удивлюсь, Костя, потому что ты сам безалаберный человек на свете. Алло. Да, алло. Алло, идите.
Это звонила она. Я не знаю, она это или он. По дыханию определить сложно. А вы мой телефон определите. А мой телефон не знает этого номера. А вы перезвоните. Я не буду этого делать. Надежда Николаевна, не впадайте в крайности. Телефон отдал. Быстрее. Тебе же нечего скрывать. Так, палец нам сюда. Да, палец сюда, сказала. Звони. Говорит автоответчик. Оставьте сообщение после длинного сигнала. Пустика, мы можем оставить? Да? Ты что, Казандрана? Ты все равно все попутала? Еще позвонишь, я готова, ты все рога подшиваю. Наденька, это что такое сейчас было? Это что за всплеск? Ты где такого набралась? Вот, пожалуйста, ваши русские психологические драмки-то и выстрелили. Кто-то просто позвонил ошибся номером, а это ему. Это что? Золото, у тебя, бляха, все просто. У тебя все просто. Ладно, что я теряюсь? Твою Не блин. нервничай, Надюша. Отвали. Привет доблестным сотрудникам КГБ. Привет, Лишенька. Слушай, проверь мне номерок, а? Срочно. У вас паранойя и мания преследования, Надежда Николаевна. Все. Беда. У меня? У вас. У меня, да? У вас. Отличная компания! Бля, когда гипердонии больной щитовидки. Надюша. Сказка! Сказка. Присаживайтесь, Константин! Благодарю. Ага. Тук-тук! А кто в теремочке живет? А кто в невысоком живет? Это же я! Артрит! Все болит! Это я! Больная щитовидка! Это я! Гипертония хроническая! А вы кто? Паранойя! Звание преследования! Можно к вам? Ну чё ж нельзя? Заходите! Будет Петербург! А вы веселее же! Жить, Костя! Вместе! Да я уже понял. Браво, там такая история. Интересная. Тюз по тебе плачет. Я все поняла, Сол. Ты же хочешь перевести ее сюда. Вы же будете жить в нашей квартире, будете спать на нашем диване. Надя, да какая тебя сегодня укусила муха? Покатуха! Домофон? Да как домофон? Это она сейчас спустится. Так, иди быстрее отвечай. И не смей сказать, что я дома. Давай, не тяни время. Ладно. Да, Добрый вечер. добрый. Кого вам? Вы не могли бы открыть мне дверь? Я в 96-ю. Так, секундочку. Хорошо. А почему вы за них в 105, если вам 96-ю? Да не отвечаю за них. Так может, ты не дома, девушка? А так все же почему за них в 105-ю, в 97-ю, 98-ю, в 99-ю? Чего орешь, ненормальная? Как нормально? Просто женщина хочет попасть к соседям. Просто! Надя. Соседи 95-й. Это 96-я. 97-я. На худой конец 99-я. Но никак не 105-я. Руки убрал. Не трогай меня никогда. Просто не подходи. Так, интересно. Букетик-то предназначался. Мужчина, 99-го года рождения, иностранный номер. Костя, я что-то о тебе не знаю? Ты все-то обо мне знаешь. Ты что, глупенькая? Надя, спокойно.
что это за бред? Телефон. Тебе повезло. Да, Оля. Пулин? Ну, конечно, есть. Артикул, сейчас, секунду. Так, у нас артикул 319, экстракт корня лопуха. Да, я заказала, да все я заказала. Голос. Нормальный голос. А какой у меня должен быть голос? Жена в отъезде, на семинаре, а муж в это время принес огромный букет роз любовницы. Прям домой, да, 25 штук. А любовница, что пришла, лопится в 96-ю, а Солодов, доказывает, если то он мне принес этот букет. Просто так, прикидываешь, наш Костя Солодов, просто так. Это же прям последний анекдот. Да нельзя. Представляешь? Катя выходит замуж за Матиаса, который очень похож на Солодова. Ну какой у меня должен быть голос после этого? Феназепам есть. Есть, нитроагаин. Оля, он уже не помогает. Да, благодаря Солодову вздумал смотреть срок годности. Я еще в 10 лет пила и не знала, что он не действует. Ага. Слушай, Оля, я тебе перезвоню. Вот мужа из дому выберу и перезвоню. Что это вода? Ты права. Права. Пойду я. Ненаглядная ждет у домофона. Меня нигде никто не ждет. Несчастный. Цветы заберу. Не забудь, а то ж свиданья не дастся. Тебе и надо, Солодов. Ты там отсохни все. Да кто бы мог подумать, а? Кто? Можно выгнать мужа за то, что он побил, за то, что оскорбил, за то, что пропил зарплату, проиграл что-нибудь. Но за то, что он жене принес букет цветов, это просто какое-то сумасшествие. Солодов, ты все это проделал раньше. Аванс. Все суммировать, Костя. Чтобы получить портрет мужа, нужно суммировать все, что он проделал на протяжении всей жизни. Как минимум, семейной жизни. А я тебе не бил. Спасибо. А на Мише, на дачу Миши ты что делал? А вопросик, что ты с Мишей делала? Костя, если хочешь знать, я никогда в жизни тебе не изменяла. А ты мне об стену швырнул. Я просто легонько толкнул. Я не виноват, что ты не умеешь группироваться. Костя, ты понимаешь, тебе же все просто. У тебя все просто. А у меня просто шрам на всю жизнь на плече. Надя. Уходи. Стоять! Назад! Катя звонит. Давай быстрее. Раздевайся, господи, что ты в одета ходишь? Ну, что ты мне выгоняешь? Прекращай эту ерунду! Одеваться! Все, встань! Уходи. Улыбайся. Не позорься перед дочерью. Привет, Катя. Привет, Катя. Мама, я должна с тобой серьезно поговорить. Катенька, что случилось? Отец рядом? Да. Пусть уйдет. Ехать туда. Да, сидеть. Подожди. А у нас папа нет, который себе, что это за новость? Есть, мама. У нашего папы появилась любовница. Катенька, ты что несешь, милая моя? Тебе не стыдно? Я Она понял. что несет, слушай. Ты чё, коза? Ты чё, все нам все попутала? Еще один звонок, Позорище какое. Мэтт позвонил вам, чтобы познакомиться, чтобы руки мои просить. Она таких гадостей наговорила. Катенька, а что это такое, а? А что ты такой мантию звонит по телефону руки просить за 2 дня до свадьбы? Или что такое? Мама, это все за тебя волнует, ты вообще это слышала? Слышала. А голос какой мерзкий, а, мам? Голосок ты прям противный. Да, голос неприятный. Наглый, как медлячий. Где он вообще какую
скольких слов про вас ему наговорила. Лучшие родители, лучшая семья на свете. А эта мама его нам всю свадьбу испортила. Катюша, доченька, а может лучше повременить со свадьбой, а? Куда добралась? Ты что, реально помнишь, с кем твой муж спит? Говорят, это не только муж. Говорит, твой отец, хотя не стыдно. Как ему не стыдно? А почему ты решила, что ты любовница? А кто мог схватить папину трубку, если не ты, так любовница? Так, не сметь оскорблять отца. Это он, между прочим, водил тебя на все кружки на свете. Это он покупал тебе джазовки, платье и туфли, и боди, и потрачил с утра до ночи. Это вот, между прочим, висит на доске почета. А на нем висит какая-то... Катя, что ты несешь? Как тебе не стыдно? А что, Катя, вот сейчас ты пожалеешь о своих словах. И тебе будет перед папой стыдно. Господи, подойди ко мне. Принеси букет. Господи, ну что ж ты такой... Ну там, ну хороший. Вот этот прекрасный, великолепный букет мне сегодня преподнес твой не менее великолепный отец. А что за праздник? Никакого праздника старой завяли. Он делает это постоянно, без напоминаний, почти каждый день. Как настоящий мужчина. Зуба, сколько я пропустила, пока училась? А, Катя, заметно, как ты училась. Не прошло полгода, уже замуж собралась. Что это твой заматьевский дарит тебе цветов? А он говорит, что это не модно, да? Что да? А что модно? А Это если с парашютом. Так, кто в эту ходил по телефону? Да тетя Оля хамила. Ты разве ее голос не узнал? действительно. А при чем тут тетя Оля? Ты хочешь сказать, что тетя Оля могла разговаривать таким подлячим голосом? Да. Нет? Да, все, слушайте все внимательно меня. Я только знаю, как вы. Тетя Оля пришла в гости. Звонил телефон. Ну, допустим. Мы не знали, что мать ее с руки просит. Тетя Оля ответила. А почему тетя Оля ответила, а не ты или папа? Почему? А что это за... Почему? А где ты этого набралась? Что это за допрос, Катюша? Действительно, где ты этого добралась? Что это такое? Почему? Потому что мы с папой не привыкли разговаривать в такой тональности. Да. А тете Оле можно. Да. Она хамит. Ладно, ща. Мой папа святой, я тебе говорила, понимаешь? Мой дедис Швянкас, полковник. Папочка, прости меня, пожалуйста. Ладно. Мам, а какую мать тетя Оля посоветовала-то? Мать Вишневского! Вишневского? Ну ладно, все, чего не люблю. Пока! Что? Я не понимаю. Теперь уходи. Почему? Ты только что призналась, что я идеальный муж и отец. А ты поверь? Ну, ты была убедительна. Про тетю Олю я тоже была убедительна. Чего не сделаешь ради дочери? Ради дочери. Да, ради дочери. Весомый аргумент. Весомый. Сколько раз мы с тобой не развелись ради дочери? А? После 35-го я перестала считать. Слушай, ну правда, ну а чего? Дочь выросла, замуж выходит. Ради кого теперь себя мучить? Ради Матиуса. Матиуса! Ну я не знаю, Кати и Матиуса, за Матиуса. Он же сказал, что мы самая лучшая семья на свете, но надо Косте как-то соответствовать. Кому надо? Кате надо. И Матиусу. Так надо, что они даже нас на свадьбу не пригласили. Костя, так они же пригласили, мы же не можем. Да почему мы не можем, Надюша? Господи, там же все с парашютом. Ну да. Мне кажется, что я пропускаю что-то очень важное. Футбол? Дочь пропускаю. Пропускаем. Упускаем. Упустили. Вот да. Наверное. Ноги подними. Зачем? Это бабушкин ковер. Она никогда не делилась со мной своими мыслями, страхами, тайнами. Бабушка? Да какая бабушка? Дочь, Наденька! Мне казалось, что заработать ей
на платьице, на туфельки, на джазовки эти. Это куда важнее. И что-то пропустил. Ну ладно, Костя, что ты так переживаешь? Она тоже никогда не делилась со мной своими тайнами и не посвящала меня в них. А я очень хотела их узнать. Костя, ты что, это ж бабушкин камин. Костя, что ты делаешь? А подожди. Костя, ты своим убить. Надя, а мы смогли бы с тобой прыгнуть с парашютом, а? Нет, Солодов. Мы бы убились, пока мы спорили, кто будет дергать за петлю. Не за петлю, а за кольцо. Так, это петля называется. Я 1000 раз слышала. Петля на удавке, Надежда, а на парашюте кольцо. Говорят, дергать за петлю. Но почему ты всегда споришь? Да ты не споришь со мной, за кольцо, Надюша, я на военной подготовке проходил, я помню. Господи, не важно, вы бы убились, мы пока спорили, кольцо это или петля. А если отрепетировать это? Костя, никогда в жизни я не переношу высоту, ты же знаешь. Ты меня не переносишь, а живем уже с тобой 20 лет, Надюша. Костя, ты что, хочешь умереть со мной в один день? Да, как в сказке. А, Солодов, как в сказке не получится. Там до этого жили долго и счастливо, хотя бы был смысл умирать в один день. У нас тоже есть смысл. Какой? Последний шанс не потерять окончательно дочь. Костя, ты действительно решил спрыгнуть с парашюта, там мокрый стол, ты сейчас навернешься. Ничего, у меня проведение твоя подошла. Давай, или сейчас, или никогда. Костя, послушай. Репетиция или Сейчас что только твоя что идет? дедом не стал, Давай, и все туда же, Господи, Вот что я делаю? Спокойно. Боже, я боюсь высоты. Какая высота? Здесь метр, Надюша. Там Мне будет- 3 метра достаточно, чтобы переломать себе ноги. А там будет на пару километров больше. Ну, ничего страшного. Смотри, держишь руки вот так. На груди. На груди. А потом, Надежда, целая минута свободного падения. Ты представь, целая минута свободной, абсолютной, особенной свободы. Но там же без разницы, сколько тебе лет и сколько осталось. Ой, лучше поставь. Без разницы имя, без разницы фамилия, имя, номер телефона, банковской карты, все без разницы. Без разницы, сколько ты съел в час ночи конфет. Всегда знал, что ты считаешь. Без разницы, дырка у тебя на носке или Мерседес в гараже, уборщица ты или крутой директор. Абсолютно не имеет никакого значения. В небе, Надюша, все равны, абсолютно равны, абсолютно одинаковые, свободные, как птицы. Вот какой ты себя птицей чувствуешь? Курица! А я орлом. Зяблик ты общипанный! Никогда не оскорбляй человека, который укладывает тебе парашют. Никогда не оскорбляй человека, который готовит тебе еду. И вот ты летишь, Надя. Я... После минуты свободного падения я открываю парашют. Подожди, Солодов. А почему это ты открываешь парашют? Потому что парашют открывает кто-то один. А почему это кто-то один, это ты, а не я? Ну, потому что я мужчина. Я женщина. Вторая попытка, потому что у меня есть опыт прыжков, а у тебя нет. А еще у тебя есть безалаберность. Ты обязательно забудешь дернуть за петлю, я ж тебя знаю. За кольцо, Надя, за кольцо, запомни, за кольцо. Надя, если ты мне не доверишься, никакого прыжка быть не может, понятно? Понятно. Солодов, но я тебе даже золотую рыбку не могу доверить. Как ты хочешь, чтобы я доверила тебе свою жизнь? Ой, Господи! Я не могу! Я не буду, я не хочу, я болею, я лечусь. Солодов, мне разорвется сердце, потому что ты тупо просто забудешь что-нибудь сделать. Так, Надюша, продолжаем. Ножки вместе, ручки вместе. Медленно кладешь мою голову на плечо. Не могу, у меня криво шея. Ничего, я тебя уложу как надо. Будешь довольна? Я буду чуть-чуть выше вот здесь. Конечно, чтобы твоя туча приземлилась на меня. А давай поменяемся местами. Надя, дай я тебя поцелую. Это зачем ты еще? Перед прыжком так необходимо. Да давай. Солодов! Миленький, я тебя умоляю, хоть перед смертью скажи, кому ты принес этот день? Я тебя уже заранее прощаю, ты только скажи.
Я клянусь тебе, этот букет я принес тебе просто так. Ты врешь, Сол. Ты врешь, Сол. Да провалиться мне вот на этом самом! Тише, Какой же ты гад, Солода! Я так и знала, что твоя туча приземлится на меня. с мягкой посадочкой. Тебе верно, да? Знаешь что, Солодов, я знала, что ты меня... Признавайся, кого букет! Ты даже стол выдал! Это там свободное падение, здесь просто пляшет, потому больно. Вон, тихая, уйди от меня, не трогай меня руками! Все как всегда, Солодов, как всегда. Как всегда, стол. Костя, с ума сошел? Костя, не делай этого. Костя, я умоляю тебя, прошу тебя. Все хорошо, Костенька, тихо. Ну все. Семенада! Ну все, Надежда Николаевна, вы своего добились. Родной! До свидания. О, боже мой, Костя, что ты делаешь? Ты ломаешь себе все просто. Я клянусь, будь проклята та минута, когда я просто решил тебе подарить букет. Я больше никогда в жизни, никогда не куплю тебе букет на ромашечки. Костя, ты болен, да? Нет, я не болен. А, больным всегда так говорят. Шизофреник никогда не признается, что он шизофреник, Костя. Я не шизофреник, Надюша, и я не болен. Я просто идиот, который решил просто, ух ты ж, жене подарить цветы. Ты же не 20 лет, что ж ты так скачешь? Я сама все сделаю, стой. Ой, отдыхай. Отдыхай. Катенька, да. Садись. Можешь даже не улыбаться. Сегодня можно. А ты улыбайся, Надюша. Хорошо. Привет, котеночек. А мы вот как раз с папой собирались. Денег отправить, да? Катюш, мы решили прилететь к тебе на свадьбу. Мы решили с мамой прыгнуть с парашютом в тандеме. Вы что, больные? Да. Просто мы решили, что в этот важный день мы должны быть рядом с тобой. Да нет, мама, не волнуйтесь, вы ничего не должны. Не хочешь, чтобы мы приезжали? Не хочешь, да? да? Я не хочу, чтобы моя свадьба совпала с похоронами. Да там только спецподготовку нужно неделю проходить. А мне не нужно. Я в армии прошел. У меня даже корочка есть. А мама как прыгать будет? А я с папой в тандеме. У него же курочка. С ним ничего не страшно. Так, послушайте, мои дорогие, я сейчас вам расскажу об ограничениях, а вы еще 100 раз подумайте, хорошо? Соискатель не должен быть либо серьезными хроническими заболеваниями, такими как сердечно-сосудистые и психические. Ни о каком прыжке с парашютом не может идти речи, если вы употребили алкоголь. Слышь, пап? Да, конечно, слышу. И не важно в каком количестве. Вес и возраст также играют важную роль. Надо знать, что прыжки с парашютом разрешены соискателям, имеющим вес не менее 40 и не более 95 килограммов. Вы мне Дальше! Вы уверены? Да! Ну, ладно. Завтра в 5 база Тушина. И страховой полис не забудьте. А со мной действительно ничего не страшно. Костя. С вами страшно, Константин, иметь дело. И кто это? Что? Кто это? Константин, вы потеряли дар речи, вы не говорите по-русски. No problem.
ненавидишь за то, что звонят в дверь? Ненавижу за то, что она уже попадает в наш дом без домофона. Сейчас у меня останется Солодов. Ни волос, ни зубов. Но сарделька сардельки рознь. Предположим, Катерина Кабанова покупает белорусские свиные, а Родион Раскольников – брестский мясокомбинат. И вот каждый из них идет к себе домой, предположим, в Чижовке, и, подъезжая к дому, думает о том, что он сделал сегодня для своего семейного счастья. Костя, я понятия не имею, что это за цветы и от кого они. Все понятно. Он ждал тебя на выезде, а выезд отменился. Костя, это какая-то ошибка. А что ты на меня так смотришь? Мне никогда, кроме тебя, никто не дарил цветов. Врешь? Профсоюз на 8 марта 3 гвоздики обычно дали. Черт, это точно не профсоюз. Ничего не понимаю. В конце концов, не молчи. Опа! Спасибо за самый счастливый момент в моей жизни. ТМ. Костя, я понятия не имею, кто этот ТМ. Твою мать. ТМ. Миша Трофимов. Костя, Солодов, не сходи с ума. Солодов, остановись. Это какая-то ошибка. Ты же говорил, что не можешь ударить женщину. После кабинета раз. Ты слишком легонько я толкнул тебя тогда в Мишеньке на даче. Костя, ты в своем уме? Я 100 лет не видела Мишу Трофимова с того самого случая на даче. 1, 2, 3. К тому же, Миша Трофимов, господи, у него же проблемы с памятью. Он не запоминает ни телефон, ни адресов, а номер квартиры – это за гранью реальности. Спроси у Оли. И почерк. Посмотри, тут почерк каллиграфический. А Миша врач, как курица лапой. Я не уверена, что сейчас этот идиот вернется и скажет, что просто ошибся дверью. К тому же, желтые розы. Я ненавижу желтый цвет, ты же знаешь. 25. Бабка ягодка опять. Не скажу, бабка. Просто на свете 100 тысяч ТМ. Вот среди моих дистрибьюторов, например, которых я, кстати, подписала. Тюлькин, Турхидзе, Туманишвили. Не всех их зовут на М. Не всех. Точнее, не зовут. Может быть и фамилия. Вот, например, Медведев, Круг Медведев. претендентов расширяется. Отлично, и все они регулярно дарят тебе цветы. Не все. То есть не дарят. Я просто хотела сказать, что на свете 100 тысяч людей с инициалами ТМ. Вот Например? Марк Твен. Майк Тайсон. Вот! А ты сразу Миша Трофимов. Ну. Что? Что? Феназепам новопоситный для достаточно валерьянки. Мишенька. Костя, ты Костя. Костенька, лучше валерьянку. Остальное все просрочено. То есть повод для остального все же есть. Костя, я тебе Богом клянусь, я не знаю, от кого это эти цветы. Вы, Надежда Николаевна, лучше сразу. Быстрая смерть, она же лучше медленного умирания. А какая смерть, Костя? Катенька. Нас нет, Надежда Николаевна. Нет нас! И что Катя подумает? Подумают, что старые маразматики забыли телефон дома и пошли гулять. Как будем делить машину? Квартиру. А они как это в кредите? Кота Барсика. Костя, вы знаешь, вот Барсик это святое. Я тебе еще раз повторю.
Я ни 100 лет не видела Мишу Трофимова. Ты меня доведешь до инфаркта. Ты... Да какого инфаркта, Котя? Миокарда. Ты меня, Коти, последний раз перед свадьбой называл. Вы хотите со мной развестись? Да ничего я не хочу. Я не знаю, от кого этот букет. Ну будьте крестны. Пока ты не скажешь, кто этот козел, я не сдвинусь с места. Ну хорошо. Хорошо. А почему ты все время думаешь о плохом? А почему у тебя даже мысли не возникает, что кто-то мог просто меня за что-то поблагодарить? Тут же ничего не написано, тут просто вот это вот невинное спасибо. За что? Мужчина может сказать спасибо женщине огромным букетом роз. За чашку чая? Я не знаю, Костя, я клянусь тебе, я правда не знаю, ну честное слово, ну не знаю. Зато я знаю. Знаю, Надежда Николаевна. Это ты обо мне такого мнения? Зачем же мы живем вместе, если ты обо мне вот такого мнения, Костя? Ну, конечно, когда подагра, гипотония, трахикардия, какая разница? Тогда сразу возникает вопрос, зачем мы живем вместе? Зачем? Ладно, Надежда Николаевна, не тяните-ка назад. Говорите, кто он. Говорите. Костенька, ну ты же умный. Ну вот подумай, если бы у меня появился кто-то, зачем бы я позволила этому кому-то присылать букет на домашний адрес, где у меня муж? Вот и я думаю, зачем? Для тебя же это глаз. Стоять! Для тебя же важно, что подумают другие. Важно никогда, что подумаю я. Каково мне? Вот каково мне? А я всегда, слышишь, я всегда в первую очередь думал только о тебе. Ну вот, ты же сам сказал, я терпеть не могу выносить ссоры из избы. Зачем бы я позволила любовнику приносить цветы домой? Вот ты и попалась, сама призналась. Ну что, любовник все-таки есть. Да нет никакого любовника! Да не ври мне! Букет из 25 роз просто так не дарит. Пойду лампочку включу. Стоять! Я сам! С ним! С тобой. Магазин букетной продукции из цветов «Колодищи», улица Минская, 5. Это же через дом от Мишенькиной дачи. Ты в своем уме? Сотни людей живут на улице Минская 5. В том числе, дорогая моя. И, Мишенька, слушай, а давай ему просто позвоним. И все сразу прояснится. Ну давай, тебе же скрывать легче. А у Давай. меня нет его номера телефона. Давно? Давненько. А ты поищи. Поищи. Ты сейчас серьезно? Телефон отдала. Господи, как тебе не стыдно, золото. Пальчик, извольте. А у меня не пальчик. У меня Face ID. Боже мой. А? Тюлькин, Тарасов, Туркидзе. Вся компания, смотрю, собралась. Ты телефоны всех своих коллег под шампунем хранишь? Практически. Всех 2000 человек. Люблю своих коллег. А вот и Мишенька.
Мишенька. Солодов, ты своем уме? Это Олин сын! Да что ты говоришь? Да нет, это что, страшно? Отдай. Страшно. А давай позвоним. А мы позвоним. Прекрати сейчас! Не смей. Алло! Оля. Привет, Оль. Ну, а где Мишенька? Оль, правильно, он молодец, Мишенька. Нормально с голосом. Да, что у меня может быть с голосом? Я прошу. Что у меня может быть? Не делай. Любовник жены настолько обнаглел, что присылает букет прямо к нам домой. Представляешь? Да, скоро он будет бриться моим шампунем, пить мои таблетки от давления и все такое. Да. Прислал букет. Да, 25 штук. Ты представляешь? А, она еще пьет. Да. Розы. Да. А наша Надежда Николаевна, моя жена, уверяет меня, что она понятия не имеет. Откуда он? От кого он? То есть наша Надежда Николаевна с ним спит, а имени его не знает. Вот. Ну почему же не знаю? Знаю. А вот это интересно. Я перезвоню. Барсик. Я сплю с Барсиком. 5 лет уже. Как? За Барсика. За Барсика. Какая же ты все-таки сволочь! Ты же знаешь, что ненавижу, когда рассказываешь посторонним то, что происходит у нас в доме. Тебе же обязательно нужно все рассказать знакомым, незнакомым, соседям, родственникам. Хорошо, что посуду не пьешь. И не потому, что порядочный, а потому что жлоб. Это почему еще? Потому что заново придется покупать. А? А ты что? Ты лучше? Я лучше, кто? Ты лучше после этого идиотизма с Соколовой. Соколовой. Измена! Измена, ты хотел сказать! Я сказал так, как я хотел сказать. Я тебе никогда не изменял. Дурак! А ты все себя, дорогая, накрутила, как это он. Громче, Солодов, громче! Тебя же еще не все слышат! Давай открой окошко, тут кричи на весь двор! Они не знают, какие у нас проблемы! Хорошо. Что ты делаешь? Пусти нас дома! С первого подхода знали, что сапфировое кольцо! Ты купила себе сама! Кредит! Но сама! Подожди, а как же Николай Федорович, что первый в квартире? Ты что, папе? Он глухой, Солодов! Он глухой когда? Не надо глухой, а когда надо, он все слышит. Николай Федорович, знаете, у меня хватило мозгов купить жене пылесос на юбилей, представляешь? Это я у тебя только для окружающих по доске почетно. А в семье я все эти тряпки на входе. Я никогда в жизни тебя прилюдно не оскорбляла! Зато ты меня всегда оскорбляла наедине. Помнишь мой день рождения в прошлом году? Что ты делаешь, Костя? А давай, ушли все гости. Ушли. А что ты хочешь? Вспомнил? Стыдно стало? Я знаю. Она вылила на меня уж от грязи по поводу танца с Соколовой. А что, мне нужно было вырвать ей волосы в разгар праздника? Это было бы лучше? Надо вообще никому не вырывать волосы. Никогда, ни мне, ни ей. Молодец. Вечно делаешь из мухи слона. А ты из слона муху! И неизвестно, что лучше. Измена пустяки. Проигранные деньги пустяки. Умершая золотая рыбка, это ведь тоже пустяки. Убейте бокал. Да пожалуйста. Смотри, что ты делаешь, а? Что, вселенская трагедия это твоя золотая рыбка? А? Послушай, ты только что недавно звонила Оле и говорила про меня всякие гадости. Ты недавно. Значит, ты можешь пожаловаться Оле, а я нет. Во-первых, я не кричала и не жаловалась. Я хвасталась, что муж подарил мне огромный букет цветов, что непонятно. Оригинальный способ похвастать. Положи, не мешай. Знаешь, что у тебя паранойя и мания преследует. В конце концов, почему я должна оправдываться за то, чего я не совершала? Мне это все надоело. Что, опять КПП? Давай. Окей, Google. Магазин букетной продукции из цветов колодище Минская 5. Алло, девушка, добрый день. Заходи, пожалуйста. Мне сегодня прислали огромный букет цветов. Можно узнать, на чье имя был оформлен заказ? Адрес? Улица Силицкого, 46. Квартира 105, да. Солодова Надежда Николаевна? Девушка, а там не может быть какой-то ошибки? Нет, не может. Вы в этом уверены? Хорошо, извините, пожалуйста. А что ты ржешь, Солодов? Что ты ржешь, а? В твоих интересах
Было бы, если бы там оказалось другое имя. Еще, а? Потому что в таком случае ты не был бы обманутым мужем. В таком случае ты наш непререкаемый авторитет. Окажешься где? Лучше, правильно. Так ты этого хочешь? Честно! Хочу. Фу! Фу, это она говорит мне фу. Добрый день, Костя. Саша, это хорошо, что не Миша. Как же? Саша, великолепно. А у меня ведь как-то не очень складывается. Это ж какой я дурак, я сразу не понял, что это. Прекрати Он купил мне сапфировое кольцо, а она мне врет, что платит за него кредит. Лиса! Ну лиса же. Девочки, вы меня поймете. Если бы появился кто-нибудь, кто подарил бы мне вот такое сапфировое кольцо, какого черта жила бы в этой квартире с вечным ремонтом? А я, девчонки, сама работаю. И никогда ни у кого ничего не просила. Мужчина, запишите мой номер. Мужчина, забудьте ее номер, хорошо, все, я понял. Конечно, ты никогда ничего не просишь ни у кого. Ты у нас святая. Да, Солодов, да! А что ж ты не монашка еще? В отличие от тебя, я каждое воскресенье хожу в церковь. Я исповедуюсь, я причащаюсь, ты этого не делал никогда. Потому что я не грешу. А ты, дорогая моя, шастая сюда. Шастая воскресенье. Что, за неделю столько грехов ты не прибегает, а? Есть чем исповедоваться, батюшки? О, есть. Я никогда в жизни тебе не изменяла, дура! Это я уже слышал 1000 раз. Букет из 25 роз, ну запутался, ну ничего. Там доказательства. И в чем же ты исповедуешься, дитя мое, батюшки? А ты не батюшка, чтоб я тебе исповедовалась. Я твой муж. И что? И то, тебе не кажется, что это главнее и важнее, батюшки? Ну уже, рассказывай. Парадокс! Вот он парадокс. Ты никогда не можешь поговорить хоть раз в жизни с мужем откровенно. А ведь это я знаю, что у тебя фобия высоты. Есть? Есть. Что ты не можешь отличить лево от права. Лево от права. Это я знаю, что ты любишь облизывать тарелку, когда никто не видит. Я знаю! Чё ж ты, батюшки, это все рассказываешь? Ну! Потому что он всего не знает, Солодов. А, я понял. Ты говоришь, что идешь в церковь, а сама гуляешь с любовником. Содом и Гоморра! Содом и Гоморра! Нет, Солодов, это вот я только что все поняла. И что ж ты поняла? Ты специально прислал мне этот букет цветов, чтобы все на меня свалить, потом со мной развестись. Надя, ты дура! Зачем ты меня оскорбляешь все время? Дорогая моя, если бы я хотел жить с кем-то, я бы просто взял и ушел, а не тратил 375 рублей за один букет, а потом еще за второй. Да для кого этот букет? Ну почему ты пришел с букетом? Не слишком ли много букетов для одного дня? Не морочь мне голову, открывай сумку. Зачем? Ты меня обыскивала, теперь моя очередь. Господи, да пожалуйста, мне нечего скрывать. Аптечка, ты ее уже видел. Лиза, там через папа, просрочено все. Колготки. Запасные. Допустим. Микрофон для караоке. Конечно, Не ваше дело, кому я пою. Любимая, шуруповерт. потрясающе. Так, что у меня тут еще? А, ключи от дома, от почтового ящика. Ага. Так, шпатель. Полярный клей. Ага. Обойный скотч. Или наоборот, не помню. Лак для волос. Хозяйственные ты наши. Господи, Ну и что, и гаечный ключ. гаечный ключ! Да, гаечный ключ. Оригинально, Надя! Ничего оригинального, Костенька. Полгода не может дверь к шкафу привинтить. Ну и что еще у меня тут кошелек? Шашок! О, давай. Да пожалуйста. О, доверие такое. Так, фотография. Барс. Барс. Правильно, с кем спишь, тобой фото. Не мешала. Не мешало. Я не сплю с тобой. Деньги. На кредит. Это мы проверим. Ну давай-ка проверим. Проверим. Это у нас. А это что за... Скидочная карта. Ну что непонятно? Скидочная карта. Что? Скидочная карта. Гостиница «Меркурий», номер 306. Я никогда не была в номере 306. А это что?
хватит. Подбросили тебе эту дурацкую карточку прямо в кошелек. Ты будешь несчастна. Тебя подставили. Кошмар, Надюса. Тихо, ясничайте. Я не хожу по гостиницам. У меня есть своя квартира. Пускай в ремонте, пускай в кредит, но своя, я понятия не имею, откуда эта карточка из 306 номера. Озарение. Вспомнила! Поверь, дорогая. Ну помнишь, когда мы один раз в жизни купили машину 13 июня? До кино. Вы поехали куда? Гостиничный номер 306. Гостиница «Меркурий» на Зырицкой, А! Нет там этой гостиницы, Надюша. Сейчас там Робинсон-Сити, дорогая. Так правильно! 5 лет назад «Меркурий» переименовали в Робинсон-Сити. Но, господи, Какой стой! мне можно, я хожу в церковь. Я бы никогда в жизни не доказала тебе, что это карточка с того времени. Ладно. Съел? Съел. Нет, не съел. 5 лет ты хранишь бережно эту карточку, правильно? Да? И гигиенический набор ты тоже, небось, оттуда сперла, да? И ёршик у нас оттуда тоже. Не ваше дело. Не надо мне помогать, убери руки. Устроить скандал из-за невинного букета. С невинным спасибо. Ну хорошо, если бы жена пошла налево. Куда? Направо. Вот именно что лево там, Надя, там право, там лево, там право, там лево. Ух. Если бы она изменила, если бы она предала, но устроить скандал из-за невинного букета цветов, содом, это уже сумасшествие. Сумасшествие. Конечно. Убери гадость эту немедленно. Сумасшествие. Ты, Надежда, сделала это все, перечисленное раньше, авансом. Конечно, Надежда Николаевна, все правильно вы сказали, все правильно, все суммируется. Чтобы получить портрет жены, нужно суммировать все, что она делала на протяжении всей семейной жизни. Все верно. Ты знаешь, я ведь всегда тебе готова, Костя. И не делала ничего плохого. Что ты делаешь? Ты проколола шину моего мотика. Да если бы я этого не сделала, Солода, ты бы на следующий день убился бы на своем мотике. Ты разбила мою коллекцию. Теперь бутылки из-под водок и коньяков, это что за коллекция? Это были коллекционные коньяки водки. 18 бутылок зубровки? В каком месте этой коллекции? Через 100 лет, дорогая моя, это был бы раритет. Катя могла бы продать это по огромной цене. Ты хочешь, чтобы наша дочь давала бутылки? Надюшка, вот ты вдумайся, ты уничтожила все, что я так долго, с такой тщательностью собирал и любил. Костя! Если бы я этого не сделала, мне где было бы уже жить, и ты закончил жизнь бы конченным алкоголиком. Кто на кого наезжает? Нож положил. Эх, ты ни разу не сделал мне подарок на 23 февраля. А ты вообще мне никогда ничего не даришь, и что? Надя, ты не хами, пожалуйста. Ты в прошлом году получила норковую шубу. Во-первых, не в прошлом, а позапрошлом, и не шубу, а полушубок. Еще скажи, что вообще-то была хуже других. Да я других не видела. Потому что ты поехал покупать ее единолично. Вот эти дурацкая привычка, все надо мерить, она не сходится у меня на груди. Надежда, самая норковая шуба из всех. Норковее, дорогая моя, чем у Соколовой. Ешь. Ешь, ешь. Попробуй. А? Сбалансировано все. Все, фамилия, все. А Соколовой тоже ты шубу покупал? Надя, ты интересная женщина все-таки. Ешьте! Соколовой покупал шубу Соколов. Демидовой Демид. Соколова Соколову тоже делает подарок. А Демидова Демидову. Вот такая вот микросхемка. Кушай. Кушай. Надя. Лучше бы ты мне вообще никаких подарков не дарил.
уже 100 лет не делал мне подарок на Новый год. Я вешаю купюру на елку, ты же знаешь. Знаю. Смотри, сколько я повесила, и потом вешаешь столько же. Дали первую с утра каждый, снял свою 200 с елки, и никакого урона личному бюджету. Но я же не вешаю меньше. Скажи спасибо! Можно. Спасибо, Костя, спасибо! А кто подарил Кате на 18-летие Юлу? Костя! Я не виноват, что там было написано 18+. 18 плюс золото. Это месяцы. 18 плюс это для детей от 1,5 лет. А пускай так и пишут. От 1,5 лет старше. А на следующий год после швабры, так сказать, пылесос подарил мне швабру. А у меня не было ни длинных украшений, ни нового платья, ни отдыха на море. Ты подарил мне электрошвабру. Но ты сама виновата, что у тебя не было мужа. Сама виновата. Я тебе говорил, Надя, ну поехали ты на море. Че тут? Поехали. А ты? Голубку! Голубку! Я хочу в Ниццу, понимаешь, Костя? В Ниццу даже шляпу купила, господи! Вот, Костя, смотри, в таком ездит, не в Алубку. Надюша, да какая разница? И там море, и там море. Надя, ну, голубки тебя хоть понимают. А в Ницце что? Там же надо изъясняться жестами. Надюша, еще и платить в евро надо. Наденька, отвернись, пожалуйста. Зачем? Пожалуйста, на минуту, просто отвернись. Вот. И не посматривай, хорошо? Не смотри. А Соголова ездила в Ниццу. И это ты эту Ниццу заплатил, больше некому было. А Оля в прошлом месяце ездила Пекин. в Пекин. Это тоже я, Оля. Да, ты больше некому Я. было. А Ковалева в Эмираты. Это тоже ты. Это тоже я. Да. Надюшка, Во ты всем виноват. скажи, слышишь, что я виноват во всем? Да. Во всех тяжких смертных грехах. Просто скажи. Даже если у тебя доказательства нет. Просто обвиняй во всем меня. Пускай. Пускай. Это как, вот если у тебя понос целый день, у тебя образно расстал. Образно. А ты перебираешь в голове, кого же в этом обвинить? Молоко, шурму или селедку? И бездоказательно сваливаешь все на молоко. А оно, может, и ни при чем-то это молоко вовсе. И совесть чистая у этого молока. Да и свежее оно. Молоко это. Вот я, Надежда, как то молоко. Какая метафоричный сон. Я виноват. Виноват, что я не умею так красиво выражаться, как ты. Ну что ты, Вадим? А ты даже гадости умеешь говорить красиво. Дебил. Ты этого давно ждала. Надя, это тебе. Угадай! Наденька, мила, ну говори, кто? Давай, просто скажи. Кайтесь уже, Надежда Николаевна. Бог с ним. Говорите. Ну. Хорошо, сон. Я скажу.
красиво, богато. Я всю жизнь о таком мечтала. Надя, вы подумайте хорошо. А что тут думать, Солнце? Я хочу быть богатой. Настолько, чтобы ездить в Ниццу, а не в Алупу. Я хочу выкидывать пакетик чая после первого заваривания и делить его на 4 чашки. Это серьезно, да. Еще как суд. А знаешь, какое? А ты помнишь все-таки, как ты мне приготовил первый раз цыпленка табака? Ты думала, что он табака, потому что его посыпают табаком. И ты посыпала его табаком. А еще потом полчаса сочиняла, что бабушка твоя посыпала табаком, а ты вся в бабушку и посыпаешь табаком тоже. Он лучше всех. Он меня любит. А еще ты интересно пропускаешь кофе. Каждый раз одинаково. Каждый раз. Ты постоянно выключаешь не ту комфорку, и кофе, когда оно закипает, нужно выключать левую, а ты крутишь все время правую, и кофе выкипает каждый раз одно и то же. Он никогда меня не критикует. Он джентльмен. Он сама галантность. Вот что значит не математический склад ума. Ты совершенно не можешь определить причину устранителя. Ты постоянно крутишь не ту комфорку, постоянно жмешь не на те рычаги, а кофе выкипает. У него начищены ботинки до блеска. И стрелочки на брюках. А когда ты была в родительском комитете у Кати в школе, это ж надо было додуматься, подарить проигравшим в викторине книжки, униженные и оскорбленные. Бедные дети, бедные дети. Но это в твоей манере. А какой у него запах? Он пахнет фаренгейтом. Он щедрый. Смотри, какой букет цветов принес. Ты же ненавидишь желтые розы. Кто тебе сказал, Солнце? Я обожаю желтые розы. Это мой любимый цвет. Ты его любишь? Обожаю. И выйдешь за него замуж. Естественно. Я даже не знаю, что ей, как ей сказать. Здравствуй, дочь. Привет! Нам нужно с тобой поговорить. А что за трагический голос? Где мама? Мама тут. Да ладно, вы сначала скажите, вам цветы хоть понравились, а потом расстраивайтесь. Доченька, а какие цветы? Ну, от Матиаса. Он отправил вам цветы. Ну, был какой-то букет от ТМ. Мама, ты так говоришь, как будто тебе каждый день посылать цветы, весел попив. Как? Доченька, как твой Матиас связан с нашим ТМ? Да. Ну, Матиас там. Фамилия такая. Понятно.
там. Пап. Все хорошо? То здесь, то там. Черт-те что. Пап. Катя, это как же надоела жизнь, это вот с нашими телефонами-то. Ай-яй-яй-яй. Дочь виртуально заходит домой раз в неделю. Зять присылает букет с курьером. Мы соизволим даже представиться, ребята. Слушайте, послушайте, а вы можете просто вот взять и приехать, а? Можете? Вот, ну как раньше, в старину было, ну вспомните, а ты не помнишь ничего. Приезжали, да, свататься приезжали, у нас товар, у вас купец, Катюш. Папа, Да. свататься поздно, свадьба в воскресенье. А, так поэтому ты нас с мамой не пригласила, а сказала, что вышлешь нам штамп, паспорт. Пап. Да, Надюшенька, да что ж вы делаете, люди, а? Да мы с мамой-то живые. Ну так вот посмотри, видишь, да, ручка мамы. Вижу. Ручка, да? Все. Вот хорошо. А ты смотри, что мы можем. 3, 2, 1, 3, 2, 1. Ты бы видела, Катя, что мы с мамой с твоей можем делать, да? Катенька, ты скоро завтракать, опять ужинать. По смс-кам начнешь, а? А, прости меня, заниматься любовью по WhatsApp! Катя! Ай-яй-яй! Зачем вам прыгать с парашютом, друзья мои? Сделайте это через интернет! У вас же даже облако виртуальное есть, Катя! Пап, ты чего? Я тебя первый раз таким слышу. И последний. В смысле? Как коромысль. Я чертовой матери. Раз забью эти телефоны, ты никогда, Катюша, больше нам не позвонишь. Я обещаю, вот перед матерью клянусь, понятно? Папа, не надо так радикально. В вашем планшете куча моих фоток. Это правда, Костя. Так, значит, я сказал. Все, закончили разговор. Хочешь увидеть нас? Welcome, приезжай. Костя. Вы хотели прыгать с парашютом настоящим. Костя, тот самый случай, когда бы я игрушечную применила. Катя, это ты? Катя, это ты? Катя, Даже не знаю, почему. Катя, почему так? Господи, Катя! Катя, Господи, ну... Костя! Матиас, там! Это ты там! А тут ты тут, понял? Все настоящее. Парашют настоящий. Облако. Настоящее облако. Зять, слава богу, настоящий. Кольцо настоящее. Надежда. Матиас. Очень приятно. Как скажешь. Котя. Все время в полете. Пусть вы на взводе, пусть нервы сдают, пусть вас грызут на работе. Но если вместе разбить парашют, преодолеть можно ветер и шум. Чтоб не остаться в пролете, будьте все время в полете, в полете. Сон напрасных не вернуть, обиды не забыть. Ты просто рядом будь, когда стучится в окна грусть, и не уснуть. Вместе мы столько лет.
столетия прошедшие, будьте слегка сумасшедшие. Ждет вас заказанным мужем букет, век самой лучшей женщины. Но если в браке зашли за черту и задохнулись все чувства в быту, хватит лежать на диване, счастье живет между нами, между вами. Слов напрасных не вернуть, обиды не забыть. Ты просто рядом будь, когда случится волна грусть и не уснуть. Вместе мы столько лет, будь со мной, ведь мы одна. Не взлететь. Главное запомни, услышишь сигнал, прыгай сразу, понятно? Костя, Давай, давай. Костя, я знаешь, что я хотела сказать? Я хотела сказать, я люблю тебя, Костя. Не, ну сейчас я тебя ненавижу, конечно. Но вообще я тебя люблю. Знай, Костя, я любила тебя. Я тебя тоже любил! А почему любил? Ну вот сейчас, когда нас ждут дети, гости, вертолеты, ты тупишь, я тебя ненавижу, честное слово. А так люблю, люблю! Ладно, Костя, я Давай. не Нет, буду. нет. Костя, я не хочу. Дочка уже в вертолете! Он меня не слушает. Дочка! Ждем, давай, давай! У нас демократия в стране, никто не нарушает. Мать и мачеха, внучатых племянниц или двоюродного свекра. Троюродную хризантему вообще не важно. Важно вот вы лично. Когда последний раз дарили свои любимые цветы?